Преступление, в котором обвиняют братьев Хагиевых, было совершено в Курске. Им вменяют статью 161 «Грабеж, совершенный группой лиц». Речь идет о хищении телефона, наушников и чехла на сумму 17 200 рублей. Мы попытались разобраться во всех деталях этого дела. Преступление совершено 1 мая 2019 года, около 9 вечера в Курске. Младший брат Ибрагим Хагиев в этот момент, согласно видеозаписи, находился в Орле, почти в 170 километрах от места события, в компании друзей. Но запись почему-то не была приобщена к делу. На телефоне имеется электронный след, который невозможно подделать. Попытки подделки Apple раскрывать внутри своего ядра, помещая такие файлы грифами «редактировано». При нажатии на «Вернуть» все данные возвращаются в исходное положение. То есть все попытки фальсификации сохранить измененный вариант как исходный у Apple на своих платформах пресекаются, и такие изменения метаданных файлов просто невозможны. Безусловно, любой электронный след отправляется на экспертизу. У нас в стране это практикуется с момента появления интернета. Алиби Ибрагима Хагиева подтверждают сразу 4 свидетеля. Мы поговорили с каждым. По их словам, Ибрагим весь вечер провел вместе с ними. Более того, в Курске никогда не был. Я помню, тот день шел дождь. Мы хотели выйти погулять, пошел дождь и решили сходить в этот бар. И где-то к 6 часов мы вышли из домов. Мы жили с ним, рядышком, там 3-4 минуты ходьбы. Вот мы вышли, пошли, пешком там минут 15 надо было дойти до этого бара. Вот еще с нами 3 друга было, нас 5 было. Никогда не было то, что он в такие ситуации там попадал. Тем более, зачем ему телефон отбирать, который стоил там, 17 тысяч, говорят, этот телефон стоил. У него, как я помню, в тот момент какой-то iPhone был. Погода была дождливая, насколько я помню. Вот, как-то все решили списаться и собрались посмотреть футбол. По-моему, футбол шел тогда. И попить чаю, провести время. У нас было человек 5. Вот. Да, мы фотографировались, там была общая фотка у нас, видео тоже было. Сидели в таком полуподвальном помещении, вот, пили чай, смотрели телевизор, общались, разговаривали. Все, больше ничего такого. Странностей в этом деле очень много. Например, почему адвокат Ибрагима Хагиева не инициировал собственную независимую проверку, результаты которой можно было бы предоставить на суде. Хагиев Ибрагим Мавладович в данном случае об этом утверждает, что данная видеозапись является достоверной. У нас никаких оснований подделывать или каким-то образом на какие-либо доказательства нами предоставленные нет никаких оснований. Зачем с такой логикой вообще нужны доказательства, непонятно. Мы решили отойти в сторону. Пусть профессионал поговорит с профессионалом. Если не секрет, в чем фишка, что в апелляционном порядке не обжаловали? В чем фишка, то просто для себя понять. Мы согласовали это с родителями, поэтому пришли к выводу, что пока не надо обжаловать. Это было, мне такое указание, что мы не будем обжаловать в данном случае. Он сказал так, областной суд все равно не рассматривает их, оставляет без изменения в основном. Бесполезно писать. Я с его мнением согласился. А почему вы согласились? Если пояснил, как юрист, например, если напишем, будет хорошо, там лучше будет все такое, я бы, конечно, согласился бы с ними и в этом случае тоже. Как мы услышали от других лиц, следствие, конечно, старается манипулировать родственниками, говоря или пользуясь какой-то определенной юридической безграмотностью и самих, наверное, братьев Хагиевых и их родственников, склонить любыми путями, в том числе и руками моих коллег, к признанию вины, то есть признание того, чего они не совершали. По словам родственников, с самого начала этого дела они получали предложения, которые, мягко говоря, вызывали у них недовольство. Адвокат приехал, в первый же день поехал, вечером приезжает ко мне такой радостный, довольный, и говорит: я к тебе с хорошим предложением. Я слушаю, какое предложение. Там этот следователь говорит, именно первый следователь, Захаров его фамилия, там этот следователь так и так предлагает, если Ибрагим все на себя примет, если признается,
там отделается максимум там годом условного срока, все такое. Я говорю, как признается, что принять, если никогда его не было там, вообще за что? По мере разбирательства у нас возникает все больше и больше вопросов. Например, как объявленный 30 апреля 2020 года в розыск Ибрагим Хагиев свободно передвигался по стране. Летом он едет в Чеченскую Республику, а в сентябре этого же года получает там водительское удостоверение. В феврале 2021-го у него изымают автомобиль. Обращается в ГИБДД и в прокуратуру с просьбой вернуть машину. Есть письменные ответы из этих органов. Но как такое возможно, если на тот момент он уже 10 месяцев находится в розыске? Да-да. Меня зовут Зарина, я спецкор телеканала «Грозный». Карина, я знаю, по какому вопросу вы мне звоните. Да. Каких-либо комментариев по уголовным делам я не даю. Раз. Второе, у меня сейчас следственное действие. Извините, пожалуйста. До свидания. Старшего брата Ибрагима Хагиева Джабраила по этому же делу задержали 11 февраля 2022 года. 11 февраля уже в этом году, 22 году, утром они сразу в одно и то же время по двум адресам, где проживает Джабраил со своей семьей, маленькие, двое детей, 3 года и 2 года, двое сыновей. Дверь открываем, ничего не успели сделать. Следователь этот Вертиков, этот Роман Владимирович, и 7 в масках, и 2 понятых. Забегают, младший сын спал, здесь вот на диване он спал. Забегают, удостоверение все показал, да и так я его знаю на лицо. Я говорю, а ты кто такие? Он говорит, это понятые, говорит. Я посмотрел, у девушки длинный плащ был, там, ну как стеганый такая. Плащ был, и я посмотрел, брюки внизу. Свои сотрудники, они никакие не понятые были. Я говорю, эти понятые нам не подходят, вызывайте с нашего подъезда людей. Я хотел дверь открыть, соседям постучать. Не дают ни дверь открыть, ничего не дают. Все встали. И еще меня предупреждают за сопротивление, там статья такая, туда-сюда, чтобы я там вообще не рыпнулся. Получить комментарий от его адвоката нам не удалось, но вселяет надежду то, что эту запутанную историю взял под контроль уполномоченный по правам человека в Чеченской Республике Мансур Салтаев, к которому обратились родственники задержанных. Мы непосредственно начали еще недели 3 назад заниматься данным уголовным делом. Что нас, кстати, очень удивило, это задержание второго брата Джабраила. Мы непосредственно разговаривали с адвокатами, мы разговаривали с нашими юристами, непосредственно советовались по данному уголовному делу. Я созванивался и также написал обращение уполномоченного того региона, где они задержаны. Да? Он тоже взял на контроль и ответил мне. Также мы обратились на имя прокурора, представителя главы Чеченской Республики в регионе, кто тоже держит вопрос на контроле. Можно сказать, вот все там институты защиты прав, они контролируют данное уголовное дело. В ближайшее время определенные по данному материалу мы еще сделаем запросы. Также будем держать вопрос можно сказать, на пульсе. А родственники Хагиевых говорят, что с первого дня задержания обращались в компетентные органы с просьбой разобраться, но результата пока нет. Следователи, сотрудники, которые приходили к нам на обыск, они так с насмешкой реагируют на все вот эти обращения и на все заявления, которые к ним приходят по поводу проверок по данному делу. Они просто насмехаются. Вот они говорили, а что, вас ваши письма не спасают? Пишите, бумаг много. Даже заместитель руководителя Галаян вот в управлении, в котором сейчас дело находится, последний раз, отвечая на мое письмо, обращение, да, он даже не удосужился прочесть фамилию моего брата. Он увидел то, что обращение от Мусаева Мадины, то есть он подумал, что если я Мусаева, значит и брат Мусаев. Решив перестраховаться, сестра Хагиевых на всякий случай даже застраховала здоровье братьев. Вот что пишет старший Джабраил в ответ на эту новость. А то, что застраховали, это вообще хорошо, а то со мной всякое может быть. Удивляет семью Хагиевых и то, что курские журналисты прямым текстом назвали Джабраила преступником, хотя следствие еще ведется. А как же презумпция невиновности, недоумевают они. В Курске арестован парень, ограбивший подростка в 2019 году. Чтобы создать картину о братьях, мы пообщались с их соседями и друзьями. Вот что они рассказывают. Росли ребята на наших глазах. Дома у нас бывали часто. И то, что они добрые, открытые и уважительные, это 100%. В окружении моего сына я таких ребят еще не видела. Я когда бы не
обратилась, а обращалась я часто, мне всегда помогали. Дочка с ними дружит, и это очень хорошая дружба. Вот такая, вы знаете, настоящая душевная дружба. Хорошая. Вот прям сейчас даже расстроилась чуть-чуть. Хорошие ребята, положительные, веселые. То есть с ними всегда интересно. Мы все время свободные. Вот они работали, я работаю. Свободное время есть, мы всегда вместе. Что-то делаем, гуляем, отдыхаем. Когда у меня проблемы, они всегда рядом были. То есть никогда не отказывали. То есть даже в основном просить не приходилось, просто вот. Даже настроения, когда не было, ну даже тот же, грубо говоря, самый банальный пример, не было настроения, они что такое, то и все. Да ладно, все нормально. Всегда поддерживают, никогда в помощи не отказывали. Поговорили мы и с работодателями Хагиевых. Братья занимались грузоперевозками и работали с разными магазинами. Плохого сказать ничего не могу. В работе к ним претензий никаких не было. Было все вовремя. Вы бы взяли их обратно на работу? Да, взяла бы, а почему нет? Ну, как бы какого-то, знаете, воровства с их стороны или даже каких-то намеков на это, потому что у нас и склады открыты, там тоже материальные ценности, и точно так же деньги у нас эти были, да, и у нас в офисе деньги точно так же хранятся, и не всегда там, да, в течение рабочего дня сейф не всегда закрывается. Каких-то попыток с их стороны взять чужое не было, поэтому у меня каких-то опасений касаемо этого нет. Грубо говоря, он ехал, допустим, к заказчику, отвозил товар и забирал у него деньги. Суммы разные бывают, но были и суммы и крупные, там и 80, и 100 тысяч. Пока мы создавали этот материал, до семьи Хагиевых дошла информация, что потерпевший уже в 4-й раз подряд меняет свои показания. Родственники недоумевают. Это связано с плохим зрением потерпевшего или стоит ожидать нового поворота в следствии? На данный момент родственники братьев Хагиевых наняли 2 новых адвокатов и надеются, что хотя бы они будут добросовестно выполнять свою работу. Мы же, в свою очередь, будем держать руку на пульсе этого дела и рассказывать вам обо всех изменениях. А закончить этот сюжет хотелось бы словами первого президента Чеченской Республики, героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Пусть восторжествует справедливость. Зарина Хамтиева, Висхан Кантаев. Новости.